Эфир нашего телеканала продолжит брифинг главы Якутии Айсена Николаева. Узнаем о эпидемиологической ситуации в регионе на 11 часов дня 13 апреля. Айсен Сергеевич, здравствуйте. Об эпидемиологической ситуации в республике на данный момент. Ситуация у нас достаточно напряженная. Мы сейчас официально уже можем подтвердить, что жена того больного, который у нас имелся в Ленском районе, ее анализы тоже положительные. И, соответственно, у нас сейчас общей сложности на сегодняшний момент 10 больных с коронавирусной инфекцией, из них 5 в Алдане, 3 в Якутске и 2 в Ленске. Лечение по всем ним проводится. В целом ситуация по всем ним стабильная, хотя, конечно, по некоторым больным есть определенные осложнения, но они не критичны. Вместе с тем, вот сегодня утром, буквально сейчас поступила информация, у нас есть 2 предварительно положительных результата. Один из них у жителя Горного Улуса, второй у жителя города Якутска. И в первом случае семейная пара находилась на лечении в Санкт-Петербурге и прибыла на прошлой неделе к себе на родину, но постоянно находилась она в режиме самоизоляции. И полученные анализы сегодня нам еще до конца дня будут окончательно подтверждены Роспотребнадзором, но пока предварительно положительные. Анализы у мужчины по берегостях имеются. По городу Якутску тоже до конца вечера проверочные работы будут завершены. Тоже с высокой вероятностью доли. Есть в случае подтверждения коронавирусной инфекции. Здесь пока окончательный источник мы называть не можем. Вместе с тем родственники данного мужчины на прошлой неделе вернулись с учебы из Москвы. Поэтому еще раз хочу сказать, что ситуация очень непростая. Самое главное сейчас – это соблюдение всеми режима самоизоляции. И, конечно же, все должны следить за тем, чтобы приехавшие из других регионов страны и наши сограждане, и жители других регионов в обязательном порядке находились на самоизоляции. И также контактирующие с ним люди. Это сегодня самое главное условие сохранения в целом невысоких темпов роста по коронавирусной инфекции. Здесь, к сожалению, еще раз говорю, тот же пример Алдана показывает, что однократное нарушение режима самоизоляции может привести сразу к нескольким случаям заражения уже среди других жителей того или иного муниципального образования. Хочу сказать, что режим карантина у нас полностью введен по городу Алдану. Он уже соблюдается. Туда переброшены дополнительные силы и медиков, и представителей МВД. Сегодня туда выдвигается также определенная группировка Росгвардии для обеспечения соблюдения режимов карантина. Режим карантина, конечно же, гораздо более жесткий, чем тот режим самоизоляции, который ранее был предписан. Хочу еще раз обратиться к жителям Алдана, что в эти дни обязательно необходимо соблюдать все требования по карантину. Это делается в первую очередь для вашего блага, для вашего здоровья. Уверен, что в ближайшие дни, благодаря работе и Роспотребнадзора, учреждений здравоохранения, муниципальных органов власти, правоохранительных органов, мы ситуацию по Алдану возьмем полностью под контроль. Также мною подписано решение о введении такого же режима карантина для поселка Ленинский. Но это практически пригород Алдана. Они соединены транспортной схемой, и по просьбе главы Алданского района такой режим по этому пригороду тоже введен. Спасибо. Спасибо большое. Это был брифинг главы Якутии с информацией о ситуации по COVID-19 в регионе на 11 часов 13 апреля. Оставайтесь с нами.